4 декабря 2023 года. Сегодня программа «Ответы на вопросы» проходит немножко в таком своеобразном стиле, не из автомобиля. И я отвечу сегодня на два вопроса. Первый вопрос – это как уехать в США. И второй вопрос – чем обычно занимаются иммигранты в первый год жизни в Америке. Давайте я отвечу на эти два вопроса. Отвечая на первый вопрос, нужно сказать, что это достаточно сложный вопрос. И вопрос того, как уехать в США, он очень сложный, учитывая то, что если вы гражданин России, то вам будет это сделать очень сложно, с учетом всех санкций и прочих разных моментов. Тем не менее, если говорить так в целом кратко, то нужно понимать, что там существует огромное количество виз. Есть туристическая виза, есть бизнес-виза, есть там возможности женитьбы, есть разные другие моменты. Также есть варианты с политическим убежищем, которые нужно заслужить. Есть вариант выигрыша грин-карты. И есть ряд других тоже моментов, которых очень много. Да? Очень много. Значит, есть варианты студенческих виз и дальнейшая легализация после того, как вы здесь, допустим, поступили на то, чтобы выучить английский язык и прочее, прочее. То есть вариантов легализации в Америке совершенно много, совершенно разные. Что вам нужно посоветовать, да? То есть я не могу здесь вам целую лекцию читать, которая, это было бы на очень длительное время. Да, вот если вкратце, то, что можно сказать, и то, что достаточно такое, то есть я могу сказать, где источники информации, где вы все это можете найти. В описании к видео, возможно, я дам ссылки на разные телеграм-каналы, на разные источники, на разные YouTube-каналы, в которых будет подробно об этом всем говориться, да? О разных вариантах. Значит, если вы, например, гражданин Башкортостана, то чаще всего с высокой вероятностью вы не сможете получить туристическую визу, либо какую-то другую визу. Да? У вас будет вариант с политическим убежищем связанный, возможно. Также у вас будет вариант с выигрышем грин-карты. Грин-карта проводится, выигрыш грин-карты проводится каждый год. Для этого нужно на специальный сайт зайти и там регистрироваться. Вы регистрируетесь на грин-карту, вы, члены вашей семьи, их тоже нужно регистрировать, и чтобы они от своего имени регистрировались, да? Потому что в этом случае ваши шансы выиграть грин-карту повышаются. Есть такая статистика, что очень много граждан Узбекистана почему-то выигрывают грин-карту, и именно из Самарканда. Вот. Но там буквально огромный процент людей из Самарканда участвует в этой грин-карте, и поэтому, естественно, много узбеков оттуда выигрывают. Да, вот это надо иметь в виду. Поэтому, если вы не участвуете, соответственно, у вас и шансов меньше. Да? Вот. Но полагаться на выигрыш грин-карты – это такое себе занятие, потому что вероятность выигрыша с первой попытки там маленькая. А нужно ли вам 20 лет участвовать, чтобы там через 20 лет выиграть – это тоже большой вопрос. Как я говорил, вариант с туристической визой, либо есть такая виза талантов, это отдельные сложные истории. Вот есть вариант с политическим убежищем. Да? В связи с последними событиями, которые произошли там, с войной с Украиной, связанной с путинским режимом, с арестом Навального и с прочими разными вещами, очень многие граждане России не только, они, соответственно, попадают в США и легализуются с помощью варианта политического убежища. И сейчас, когда я говорю сейчас, это имеется в виду не конкретно сейчас, а вот 23 год, да, с начала января 23 года появилась такая программа CBP One. Соответственно, это очень простая процедура, которая очень хорошая. Суть вот этой программы CBP One, она в следующем. То, что, когда я проходил, то есть, давайте я расскажу вам вкратце, да? То есть, во-первых, вы должны точно знать, что у вас есть политический кейс. И у вас есть политическое преследование вас, да, тем государством, от которого вы бежите. И вам нужно будет это доказать в суде. То есть, если вы это не докажете, вас с высокой вероятностью депортируют. У вас должна быть история, доказательства и прочее. Соответственно, дальше. И это все у вас должно быть не так, что когда-то на будущее, да? А это у вас должно быть готовое уже к моменту, когда вы будете общаться с
так называемое интервью на страх у вас будет на границе Мексики и США. Когда вы будете проходить CBP-1, то есть по вот этому приложению, да, у вас будет, соответственно, с офицером американским интервью на страх. Сейчас это так происходит. Когда я проходил, там немножко процедура была другая, там и история, связанная с тем, как выглядит эта дата в программе CBP-1, это тоже долгая история, да. Но сейчас, вот то, что сейчас, я знаю, сейчас практически все проходят интервью на страх. И вы должны быть готовы к этому интервью. То есть, и самое главное, поэтому я вот еще раз хочу сказать, те, кто хочет по политубежищу, в случае, исключительно в случае, если вас преследует в вашем государстве, потому что если вас не преследует в вашем государстве, если вы поддерживаете путинский режим, если вы за войну против Украины, если вы никак не выражали свою позицию антивоенную, антипутинскую, не ходили ни на какие митинги, не было у вас каких-то других вещей, связанных с вашим преследованием, да, то ваши шансы, они близки к нулю. Вы должны это понимать, и тогда, если вы будете пытаться, значит, попасть вот через политическое убежище, ну, у вас высокие шансы проиграть и просто потерять деньги, которые вы потратите на то, чтобы сюда переехать. А это большие деньги. Это реально большие деньги. Речь идет иногда там о десятках тысяч долларов, да, то есть там 8 тысяч долларов, 10 тысяч долларов только на то, чтобы попасть. Многие люди в Мексике живут несколько месяцев, и у них несколько тысяч долларов только на проживание в Мексике уходит, да, и прочие разные моменты. Так вот, давайте я вам расскажу. Есть такая программа CBP-1, и когда вы по CBP-1 проходите на территорию США из Мексики, то вы получаете статус ДТ, гуманитарный пароль, так называемый. И, соответственно, вот сейчас этот статус дают на 2 года, и вы в течение 2 лет можете легально находиться на территории США. Но в течение года после пересечения границы вы должны подать на политическое убежище, форму 589, соответственно, да? I-589 форму. И вам в какой-то момент назначат суд, где будет решаться ваша дальнейшая судьба. Как бы, да? Через какое-то время вы будете иметь право на получение права на работу, work authorization, на получение social security number, и будете, в принципе, ничем не отличаться от гражданина Америки, ну, кроме того, что вы не можете там голосовать на выборах и избираться президентом США, и какие-то такие другие нюансы. Даже на разные социальные пособия вы сможете претендовать. И даже вы будете иметь право, если получите соответствующие лицензии, купить оружие, потому что есть вторая поправка Конституции США, что каждый имеет право носить оружие и прочее, прочее. Это даже в том случае, если вы, соответственно, через Мексику попали на территорию США, чтобы вы знали. Вот такие нюансы, как бы, законодательства. Также вы должны знать, что здесь, в Америке, все решается в судьях, суды решают, и много зависит от конкретного судьи и от того штата, в котором происходит судебный процесс. Самыми лояльными к иммигрантам политическим считаются штаты демократические, в частности, штат Калифорния и штат Нью-Йорк. Вот это 2 самых хороших штата, где самый высокий шанс выиграть суд. И даже более того, внутри штата Калифорния, например, есть города, такой город, как Сакраменто, где просто максимальный шанс выигрыша дела, да, то есть по политическому убежищу. И по состоянию на 2022 год статистика такая, что по гражданам России 88% людей, россиян, выиграло свои политические кейсы, то есть выиграло суды, соответственно, как бы, да, и так далее. Там есть много разных нюансов, которые сейчас я вам не могу так подробно рассказывать, да. Но вот если говорить про политическое убежище, то вот имейте в виду, что у вас прежде всего должно быть история вашего преследования в том государстве, от которого вы убегаете, да? У вас должен быть продуман маршрут, потому что вы не можете, убегая из вашего государства, заезжать в какие-то государства, где вы могли бы получить политическое убежище, да? То есть, потому что вас спросят, почему вы в этих государствах не просили политическое убежище. Там есть много нюансов, которые вам нужно знать заранее. У вас должны быть доказательства вашего преследования. То есть у вас должен быть хороший кейс с хорошими доказательствами, истории, вопросы и прочее, прочее. Да? То есть это, как бы, я вам сейчас все нюансы в этом видео кратко рассказать не могу. Но если вам это интересно, мой телеграм, мой контакт в телеграме будет в описании к этому видео. Вы можете туда написать, какие-то вопросы задать, и я смогу вас абсолютно точно, ну, при моем желании, естественно, сориентировать по очень широкому кругу вопросов, давайте скажем так.
Дальше там есть ряд нюансов, например, что раньше из Дубая люди легко улетали, а Дубай — это государство, откуда можно, через которое можно лететь в Штаты. Но сейчас эта лавочка прикрыта, из Дубая там сложно, там разворачивают. Там есть риски того, что когда вы летите в Штаты, мексиканцы вас не пустят в Мексику, да, то есть это нужно иметь в виду. Есть риски того, что вас даже на самолет не пустят и прочие моменты. И вот есть один хороший маршрут, который на текущий момент действует, и я прямо сейчас вам готов про него рассказать. Этот маршрут следующий: Москва-Куба, а именно Вородеро. Соответственно, летите туда, в Вородеро садитесь в такси на Кубе, да, и едете в Гавану. В Гаване покупаете билет в город Монтеррей в Мексике на самолет, как бы туда-сюда, в обе стороны, естественно. И, соответственно, из Монтеррея нужно покупать именно компанию Magni Charters. Есть такая компания Magni Charters, да? Она летает по средам и субботам. И вот из Монтеррея летите, из Гавана летите в Монтеррей. Соответственно, почему этот маршрут самый хороший? Да? Потому что, я объясню вам, по одной простой причине. Значит, есть риски того, что когда вы прилетаете в Мексику, если вы прилетите там из Турции, из России, там, из каких-то других государств, вас не пустят. Вас просто развернут, и вы потеряете деньги на билеты, все, что там потратили, и так далее, и так далее. Да? Огромные там $1000 и прочее. Если вы прилетите из Кубы, то вероятность того, что пустят, она существенно выше. Но даже если вас развернут из Мексики, то вас развернут обратно в Кубу. А там билет стоит $500 туда-сюда. И, соответственно, вы потеряете всего лишь $500. У вас будет вторая попытка из Кубы куда-то полететь и потом оттуда в Мексику, да, то есть и прочее. Да, то есть в этот момент имейте в виду. Почему именно Magni Charters? Там летает еще другая компания. Но дело в том, что если вы прилетите в другой город и другой компании, там вам могут поставить штамп на 7 дней, на 14 дней, и вы за это время не успеете поймать дату. И будете рисковать тем, что у вас в Мексике возникнут проблемы. То есть срок ваш выйдет, легального нахождения в Мексике, как бы, да, соответственно, но дату в CBP-1 вы еще не поймали и границу США не перешли. Да? Потому что некоторые месяцами ждут в Мексике, у них деньги кончаются, они не знают, что дальше делать, они в попытке что-то решить уже нелегально пытаются попасть в США, минуя вот эту программу CBP-1 и так далее, про которую я чуть позже расскажу. Поэтому имейте в виду, что вот я делюсь с вами очень полезной информацией. Соответственно, в Гаване вам нужно купить билет компании Magni Charters и лететь из Гаваны именно в город Монтеррей в Мексике. Почему Монтеррей? Монтеррей — это безопасный город в Мексике, относительно безопасный, да? То есть он богатый город, там много университетов, много докторов, предпринимателей, там достаточно высокие люди для мексиканцев живут, такой очень симпатичный город, и он близко к границе США относительно, он на севере находится, в Мексике. И там не слишком жарко, и там нету особо наркокартелей, стрельбы особо много нету. Там я видел, люди с автоматами ездят, вот это полиция, военные какие-то, прямо такие с пулеметами на автомобилях, да. Но как бы это относительно безопасный город. То есть я там гулял, ходил, играл в шахматы с мексиканцами и прочее. Как бы. То есть там, в принципе, нормально. Вот смотрите, там, кстати, вот самолеты поднимаются, да, вот, может, видите. И, кстати, если вы узнаете это место, вы можете сказать, да, я все-таки, как отвечу на эти два вопроса, я вам скажу, что это за место. Вы можете там разглядывать, там дальше смотрите, что там написано, какие надписи. Что там у нас написано? Часть каких букв? Вон там внизу. И там вот что, и вон там вот что, да, то есть как бы подумайте, что это за место. Вот, ну давайте продолжим. Значит, смотрите. Грубо говоря, чтобы попасть в Мексику, самый идеальный вариант — это то, что я вам назвал. Летите в Вородеро на Кубу, соответственно, да, то есть там нужно разрешение делать, чтобы попасть на Кубу. Ну, то есть это просто там в интернете надо определенную электронную форме это делается, разрешение делаете, ее нужно распечатать, с ней, соответственно, прилететь на Вородеро на Кубу, это если у вас российский паспорт. С Кубы, соответственно, с Вородеро приехать на Кубе, имейте в виду, там очень много воровства, очень много воруют, грабят, поэтому вам нужно быть опасными и деньги хранить в безопасном месте. Там есть черный рынок валюты, есть белый рынок валюты. Вот когда я там был, там, соответственно, за $1 давали 180 кубинских песо,
хотя официальный курс там был около 90 песо. Да, то есть вот вы можете на черном рынке, в принципе, поменять по $180 за песо, да, чтобы вы имели в виду. Карточки там бесполезны. В некоторых местах карточки принимают, но по очень невыгодному курсу, по $120 песо за доллар, там, кубинских песо и так далее, и так далее. Там реальный дефицит. Есть список вещей, которые надо брать с собой на Кубу, лекарства и прочее. Они, в принципе, на Кубе стоят раз в 10-20 дороже, чем в Турции, чем в России, да, чтобы вы имели в виду и знали. То есть ряд таких товаров, которые там в дефиците и которые можно дорого продать, ну, либо просто подарить местным жителям там, и прочее, прочее. Также местным жителям на Кубе запрещено сдавать в аренду иностранцам жилье, поэтому они это называется касса иллегале, если вы будете нелегально у них все это снимать, они будут бояться, что кто-то на них стуканет, потому что там формально коммунистический режим, да, и прочее, прочее. То есть вы имеете в виду, но там есть возможность дешево жить у местных жителей. Вот. Как бы, если вы с ними там договоритесь и прочее. Испанский они хорошо понимают. В общем, с Вородеры вам нужно попасть в Гавану. В Гаване надо купить билет имени компании Magni Charters, который летает в среду и в субботу. Часто рейс в среду отменяется, переносится, и вы только в субботу сможете улететь. Но это того стоит, да, чтобы вы там даже отменили рейс, потому что там мало народу, да, и вы улетели в субботу. Я объясняю почему. И, кстати говоря, вы можете ко мне написать в Telegram, я дам вам контакты людей, которые вам продадут билеты именно на компанию Magni Charters, чтобы вы могли улететь из Кубы, соответственно, в Мексику с высокой, близкой к 100% вероятностью, что вас мексиканцы не развернут, и с вероятностью, что вам поставят штамп на 180 дней. То есть у вас будет 180 дней легального нахождения в Мексике. Это очень важно. Да? Вот в чем секрет? Секрет в том, что если вы прилетите в Мехико, либо там в Канкун и в прочие города, то, во-первых, шанс того, что развернут, выше. Во-вторых, у них будет достаточно времени, чтобы посмотреть, кто вы, что у вас российский паспорт, привязаться к вам из-за вашего российского паспорта и сделать так, чтобы какие гостиницы у вас забронированы, на сколько дней и прочее, прочее, и поставить вам визу на 14 дней, там, на неделю и прочее. Да? Очень мало. Вот секрет в чем? Когда вы покупаете в Гаване авиакомпания Magni Charters, самолет летит следующим образом. Гавана, Канкун, потом 1 час у вас есть на то, чтобы из самолета выйти в Канкуне, Канкун это уже в Мексике, забрать багаж, пройти заново регистрацию, убежать в другое место посадки, сесть в другой самолет, и на другом самолете уже тоже компания Magni Charters улететь из Канкуна в Монтеррей. Но рейс из Канкуна в Монтеррей это внутренний рейс внутри Мексики. И в самолете, когда вы летите из Кубы в Монтеррей, большинство людей это не россияне без российского паспорта. Да? И поэтому, когда вы это делаете, соответственно, вот у меня как было, да? То есть я там практически один был с российским паспортом, просто там не успеваешь, люди не успевают все это сделать, и специальный сотрудник компании, который тоже в самолете там летит, он просто, вот Magni Charters, он помогает тебе пройти все эти процедуры, то есть пройти регистрацию, забрать багаж, поставить все печати, штампы на твоем паспорте, да? Там всем ставят штампы сразу 180 дней. Они не смотрят, ты россиянин, не россиянин, не пытаются проверить твои, значит, что ты везешь, там, обыск устроить и прочее, прочее, да? То есть забронировали ты там что-то и так далее, да? Все, тебе ставят штамп уже в Канкуне. А из Канкуна, когда ты летишь в Монтеррей, это уже внутренний рейс. И когда ты выходишь из Монтеррея, значит, аэропорта в Мексике, ты уже белый человек, ты уже мексиканец, да, то есть ты уже сделаешь внутренний рейс внутри Мексики, и никто к тебе не будет придираться, что ты россиянин там или гражданин какой-то другой страны, Казахстана, Узбекистана, там и прочее. Кстати, вот граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и ряда других вот среднеазиатских государств, они не имеют права, у них нет возможности попасть в Мексику таким простым путем, чтобы полететь. А у кого есть российский паспорт, они могут попасть в Мексику, вот, и могут попасть на Кубу. Да, вот обратите внимание. Да? Поэтому вот единственный, наверное, один из немногих плюсов российского паспорта, это то, что российский паспорт заграничный дает, ну, по крайней мере, до текущего момента, дает возможность свалить из России относительно легко вот именно в Мексику, на Кубу, и чтобы потом оттуда попасть в Штаты.
Вот как бы хоть какой-то плюс от этого российского паспорта, да? Вот. Потому что граждане Средней Азии, они вынуждены там окольными путями через ряд государств в Латинской Америке, через Южную Америку, там несколько государств и прочее. То есть я знаю таких людей лично. В общем, это такая долгая история, не буду сейчас подробности рассказывать. Вот. Теперь, что касается, давайте вот я не только свою физиономию буду показывать, да? Вот, ну, какие-то такие виды, которые мне нравятся. И вот вы видите, тут буковки, тут внизу, да, какие-то, видите, что-то написано. H, O, там, да? И что-то другое там, вот вы можете смотреть. Вот. Я продолжу отвечать на вопросы. То есть, грубо говоря, вот то, что я вам сказал, это самый хороший способ попасть в Мексику, получить 180 дней печать в своем заграничном паспорте. И у вас будет 180 дней, чтобы легально находиться в Мексике. И за это время выиграть дату CBP-1 и потом легально попасть на территорию США, чтобы просить там политическое убежище. Вот, это очень важно. Очень важно все делать легально, не нарушать нигде закон. Я знал людей, у которых заканчивался срок, у них заканчивались деньги, они были в Мексике, долго-долго ждали, не могли выиграть дату CBP-1, и они незаконно переходили границу. Там есть ковбои, которые за относительно небольшие деньги, собственно, это делают. Как мне рассказывали, да, и я на разных телеграм-каналах видел. Проблема в том, что это нелегальный способ. И в случае в этом у вас не будет, во-первых, формы I-94, у вас будет либо 220 форма, либо вообще не будет никаких формах, да, а после того, как приняли определенные дополнительные законы, это вообще может привести вас к автоматической депортации. То есть, поэтому я настоятельно рекомендую то, что раньше работало, на всяких машинах ездили, с правами ездили, там, косили под мексиканцев и прочее, прочее. Все это не нужно делать, нужно идти через CBP-1. Да, CBP-1 это легальный способ, я еще раз говорю, это гуманитарный пароль. Собственно, это самое лучшее, что есть. Но вы должны быть готовы, вы должны доказать факт вашего преследования по политическим мотивам, по разным другим мотивам, всего их 5. Национальность, политическое мнение, значит, ваша принадлежность к ЛГБТ, какой-то социальной группе, религиозной группе и так далее. Да, то есть вот вы знаете, свидетели Иеговы, значит, в России преследуются, поэтому вот свидетели Иеговы могут, в случае, если они докажут, да, что они состояли в этой организации, состоят и прочее, прочее, относительно легко, соответственно, получать политубежище в США. И есть там по разным другим мотивам там, и прочее, прочее. Да. Просто факт того, что вы, значит, убегаете от мобилизации, этого недостаточно. Это не является достаточным мотивом для получения политубежища. Чтобы вы, сразу у вас было понимание, да, этого совершенно точно недостаточно. Вот, это долгий вопрос, сложный, я подробнее на нем останавливаться не буду. Я уже сказал, как вам попасть в Мексику, да, это самый простой способ. После вашего попадания в Мексику вам нужно выиграть дату CBP-1. Для этого вы на свой телефон скачиваете приложение CBP-1, желательно, чтобы это был iPhone, регистрируетесь там и ждете, когда вас выберут, чтобы вы прошли дату. Когда я проходил, там не было такой, там нужно было тыкать и поймать дату. Да? Вот. Сейчас уже такого нету, там просто сидишь и ждешь, когда, в общем, эта дата выйдет. Да? И когда ты ее выиграешь. Когда ты ее выиграешь, ты к определенной границе идешь, там много разных границ. Я обращаю внимание, что ряд городов очень криминальные. Например, город Рейноса, через который я проходил, он криминальный. Я проходил 15 мая границу, 12 мая был уже там, 13 мая была стрельба прямо в моей гостинице из автоматов. Да, то есть я там падал на землю, полз, и не только я, там много людей жило в этой гостинице около бассейна. И мы ползли, чтобы нас под очередь автоматную не попасть. А по-моему, за пару дней до этого, там на одном из мостов, соответственно, смотрите, вертолет летит. Видите, да? Где-то там вертолет. Я надеюсь, там он в кадр попал. На один из мостов между Мексикой и США, там, соответственно, несколько человек убили. Вот, то есть там, наркотрафик, там очень опасно, знаете, эти моменты. Рейноса, по-моему, он был даже на 35-м месте в списке самых опасных городов мира по количеству убийств на душу населения. Вот, то есть, как бы, есть опасные города, есть безопасные. Вы заранее должны все это узнать, должны знать, что делать, что не делать.
как не попасть в руки картелей, должны заранее иметь какие-то деньги, которые вам уйдут на то, что вас ограбят, но именно те небольшие деньги, которые вы отдельно положите, да, либо, допустим, вы едете на автобусе до своего города, и там полицейские останавливают, и вам придется, ну, типа взятки давать полицейским, и вам, возможно, эти деньги нужно иметь отдельно, да, чтобы там отдать $100, там как бы такса такая, и как бы дальше ехать, как бы, чтобы вас не задержали, не депортировали там, и прочее, да, то есть вот такие моменты тоже нам нужно иметь в виду. Это все такой непростой момент, связанный с Мексикой, да, чтобы вы имели в виду. Вот. Трудностей и приключений там, и квестов там хватает. Ну давайте, но самое главное, я еще раз повторяю, самое главное, у вас должен быть политический кейс. У вас должны быть доказательства вашего преследования, политическое мнение, в частности, да, страх будущего преследования, прочие моменты, да. Все это, как бы, вы должны заранее узнать и заранее быть к этому готовы. Потому что будет на границе интервью на страх. Сейчас у всех проводят интервью на страх. И если вы не пройдете интервью на страх на границе Мексики и США, то вы просто, вас депортируют, вы попадете в детеншн, это тюрьма, да, и вас просто даже на территорию США не впустят. То есть если вы завалите свое интервью на страх. На интервью на страх не надо иметь доказательств, там достаточно говорить. Но то, что вы будете говорить, это все будет записываться, и потом, когда будет суд, там будет сверяться все, что вы говорили, это запись, да, под присягой, с тем, что у вас будет в вашем кейсе, и так далее, так далее. То есть вот самое главное, у вас должен быть политический кейс, доказательства и так далее. Второй этап – это ваше попадание на территорию Мексики, да, как вы туда попадете, и какой штамп у вас будет стоять в Мексике, и сколько у вас денег, да, и так далее. Третий этап – это, соответственно, что вы должны поймать дату CBP-01 и дойти до американского офицера, да, минуя наркокартели, минимизируя свои убытки, связанные с проживанием в Мексике и прочее. Ну и дальше вы должны, четвертый этап, успешно пройти интервью на страх, и вы должны полностью, значит, ну, как бы быть готовыми к этому интервью на страх, как я говорил, да? Ну и дальше, соответственно, вы должны уже в течение года после того, как пересечь границу в США вы должны уже в течение года подать 589-ю форму, найти адвоката, соответственно, и прочее. Да? Подать на право на работу. Ни в коем случае нельзя работать без права на работу, без work authorization. Сейчас, в принципе, те, у кого форма I-94, это те, кто по политубежищу через Мексику, да, через CBP-01 проходит. Именно вот эти люди. Потому что я обращаю внимание, здесь я встречал в Америке полно людей, которые несколько лет назад сюда заехали, нелегально заехали. У них нету I-94 формы, гуманитарного пароля. И они до сих пор не могут получить право на работу. Они до сих пор даже политические права получить не могут. Да? Вот. То есть если вы через форму I-94 заехали сюда, через политическое убежище, то вы относительно легко получите права в DMV водительские, вы получите право на работу, Social Security Number через несколько месяцев, как бы, да, у вас все это будет. И тогда вы вы как американец, вы уже никак не, соответственно, не ущемлены в своих правах. Единственное, что у вас будет суд по вашему политубежищу в каком-то будущем вам назначат, да? Это зависит там от разных моментов. Вот. Ну и еще раз я повторяю, что рекомендуются штаты Калифорния и Нью-Йорк как самые лояльные штаты, где легче всего выиграть эти суды по политубежищу, да? Вот. И также от адвокатов тоже очень много зависит от вашей истории там, и прочих разных моментов, да? Ну, в общем, история примерно такая. И вы должны успеть подать 589-ю форму, и там тоже есть ряд нюансов при ее заполнении, да, как бы. Вот это все вы должны иметь в виду, когда вы все это делаете. И знаете, что на вашем пути стоит огромное количество мошенников, которые будут вам предлагать разные сомнительные услуги. И я вам рекомендую ни в коем случае не поддаваться на мошенничество, а, соответственно, иметь трезвую голову, да, на плечах и все четко понимать. И уважать американское государство и благодарить его за те возможности, которые он дает, и понимать, что как вообще работает система, что нужно делать и прочее. Да, вот я какими-то идеями с вами поделился. Это что касается вашего попадания в Америку, да? Вот. Как бы, что касается политубежища, я вот рассказал какие-то моменты. Теперь, что касается
второго вопроса давайте отвечу, чтобы слишком долго не говорить. Второй вопрос касается работы, насколько я помню, да? Кем работают основные иммигранты? Я тут общался с большим количеством выходцев, значит, из стран, которые говорят по-русски. Это не всегда россияне, иногда это украинцы, это казахи, это киргизы, это узбеки, это таджики. То есть, грубо говоря, Средняя Азия, Беларусь, Россия, Украина. Вот из этих государств тут достаточно много, значит, иммигрантов. Я с ними пересекался и на Кубе, в Гаване, и, соответственно, Остин, и Сан-Антонио, это штат Техас, когда я там в шелтере жил, там, да, и, соответственно, в Лос-Анджелесе, то есть абсолютно везде очень много россиян, русскоязычных, не только россиян. И что могу сказать? Абсолютное большинство из них занимается доставкой еды. Ну, не только еды, но доставкой. Что это? Это DoorDash, это Uber Eats, и это Amazon Flex. Есть еще GrabHub, есть Instacart, ну, есть еще какие-то там менее известные приложения. Да? Вот. То есть это доставка еды. Грубо говоря, вы скачиваете приложение на телефон, и приходит заказ, вы к нужной точке приезжаете, к какому-то ресторану, берете еду, которую там выдают, да, и везете по адресу. Вот, ну, вы на YouTube можете посмотреть DoorDash, там очень много видео на эту тему. Если хорошо работать, люди говорят, что они в день могут делать $200. Это до вычета налогов, до вычета затрат на бензин, на амортизацию машины и прочее. Да? Но у меня еще ни разу не получалось сделать $200. Как бы, да? Но $100, я думаю, легко сделать. 100, 150, ну 150 тоже относительно нелегко, там нужен статус топ-дашера там, и прочие моменты, да? Но тем не менее. Тут есть нюанс, связанный с тем, что все это можно делать, желательно делать, если у вас есть право на работу, скажем так, да? А право на работу у вас появится не сразу. То есть вот эти нюансы вам тоже нужно иметь в виду, и поэтому как бы примите это к сведению, не нужно, соответственно, рисковать статусом ради того, что вы хотите побыстрее, значит, оформить что-то там и прочее, да, то есть вот это тоже имейте в виду, как бы. Поэтому вот есть такие работы, как мувинг, там, допустим, расклейка листовок, какие-то другие работы за кэш, да, вот они, возможно, на первом этапе, пока у вас нет права на работу, будут более хорошими для вас с точки зрения соблюдения законодательства. Вот на это внимание обратите, да, но с другой стороны, все говорят, что вот именно в демократических штатах, в Калифорнии в частности, судьи абсолютно лояльно относятся, если человек работает, вот именно на таких работах, да, то есть, когда человек работает на DoorDash, это считается самозанятый, и там, соответственно, по самозанятым налог, там определенный есть налог, естественно, да, то есть тут высокие налоги нужно иметь в виду, но там можно списывать огромное количество всего, то есть затраты на бензин, да, затраты на ремонт автомобиля, там, возможно, даже проценты по кредиту на покупку автомобиля, там, затраты на аренду автомобиля, потому что это вам нужно как средство производства. Возможно, все это можно списывать как затраты, и, соответственно, из налогооблагаемой суммы все это уйдет. Да? Вот. Ну, то есть вот имейте в виду, что в принципе жизнь здесь дорогая, она дороже, чем в России, да? Но в принципе жить здесь можно. И большинство людей, вот я, допустим, сегодня общался здесь с людьми, ну, сходил там в Лос-Анджелес Clean Day, и, соответственно, люди уже 2 года здесь живут, и они как бы такие, очень такие продвинутые, там у них Кадиллак, там не Кадиллак, а кабриолет, допустим, они приехали на кабриолете. Но при этом они занимаются, муж с женой, они оба DoorDash'ом занимаются. DoorDash, Uber Eats, Amazon Flex. Вот у них 3 аккаунта, они вот этим занимаются. Ну, парень говорит, что он $200 ставит себе цель, и $200 каждый день делает. Но $200 вы должны понимать, что это не чистыми, да? То есть, если убрать бензин, убрать налоги, убрать амортизацию, ну, возможно, $140-150 останется. Но если работать, допустим, 25 дней и делать 150 чистыми, то вы считаете, что это будет около $3-3,5 да? Вот. То есть, в принципе, я знаю, здесь есть хостелы, и кто-то живет в хостелах. Я смотрел объявления в телеграм-каналах разных, да, есть русскоязычные хостелы разные. И там вот люди живут, тратят, допустим, $600-700. Где-то есть даже дешевые, я видел в виде капсульного типа хостела, $400 такие. Вот мне рассказывают, что они очень грязные, да.
Вот, то есть у вас в месяц будет уходить на хостелы, ну, допустим, там $600, да? Вот, на еду, допустим, $500. Ну, 1100, да, вот, грубо говоря, там, на одежду, там, ну, $1400 сверху положить, а будет 1500, например, вам на жизнь примерно уходить. И если вы будете работать где-то на DoorDash, на Uber Eats, там, на Amazon Flex и делать 150, то есть, допустим, 3000 зарабатывать, 3200 в месяц, либо 4000, ну, тогда у вас уже, вы полностью покрываете свои 1500 затраты на жизнь, и сверху еще остается, ну, где-то 1500, да, вот, даже, возможно, больше. Это в случае, если у вас есть автомобиль, да, вот, если у вас нет автомобиля, ну, да, тогда там немножко сложнее, и у вас есть, вам придется страховка на автомобиль, там и какие-то другие моменты, но, тем не менее, все это возможно. Например, без ССН кредит на автомобиль дают под 22% годовых. Вот лично я взял под 22% годовых, да, но я потом могу уменьшить эту кредитную ставку через какое-то время. Ну и у меня, соответственно, платеж за автомобиль выходит $600, это проценты, там примерно там 516, я 600 плачу, и там страховка $216 в месяц, потому что страховка покрывает и мой ущерб, и ущерб, как бы, если мне будет нанесен ущерб со стороны, с другой стороны и так далее. То есть вот давайте сверху еще 800 добавим, то есть, грубо говоря, ну, 2000, там, телефон, связь $55, да, самое минимальное, там, безграничный интернет, там, и так далее, да. В общем, примерно, вы должны понимать, примерно 2200 с учетом кредита на машину вам достаточно, как бы, да. И если вы заработаете 3000 чистыми, после вычета, там, затрат на бензин, 3500, а это вполне реально заработать, как я объяснил, на DoorDash там, и так далее, да, на Uber Eats, то, в принципе, ну, у вас даже будет оставаться, ну, хотя бы $500 там, в качестве сбережения уже будет оставаться. Вот примерно вот такие расклады вы должны понимать, такие расклады по деньгам, по суммам. Это вот конкретно, допустим, в Лос-Анджелесе, да, в Калифорнии. В каких-то других местах там цены другие. Еще могу сказать, что многие работают на траках, на это вот водителями, фур там и прочее, да, но для этого нужно отучиться, получить права CDL. Права CDL получить стоит примерно $3700. Вот. Учиться надо где-то месяц-полтора. Но там большая ответственность. То есть много людей там что-то не справились, врезались, и потом они сами уже обязаны платить $15 000 штраф, еще что-то. Вот я слышал такие истории. Да, то есть там очень опасно. Потому что, допустим, если везешь холодильное оборудование, и там продукты сгнили у тебя на фуре, не поддержал температуру, то ты за это отвечаешь, да? Или вот у меня был знакомый, он автомобили возил легковые, то есть как бы большой прицеп, и там несколько автомобилей, 5-6 автомобилей легковушек, как бы стоят в 2 этажа, как бы стоят, да, вот. И однажды 2 машины просто врезались, когда он их вез, которые стояли на его большом грузовике. И ему пришлось за свой счет эти машины, он, по-моему, $2000 заплатил из своих денег, чтобы сделать ремонт этих автомобилей, чтобы они в нормальном кондиционном состоянии в автосалон приехали. Да? То есть, как бы, поэтому все, что касается траков там, и так далее, это очень такая опасная история. Это имейте в виду. Да? Вот, смотрите, какой красивый закат. Есть ряд других профессий. В общем, ну, сработать здесь достаточно сложно. И по этой причине большинство людей, иммигрантов, кого я знаю, занимаются доставкой еды. DoorDash, там, и прочее, Uber Eats и так далее. Вот. Те, кто лучше знает английский, пытаются работать, допустим, официантами, насколько я знаю, какие-то другие профессии осваивать. В общем, для этого есть все возможности, которые нужно пытаться делать и прочее, прочее. Вот. Как вы поняли, это город Лос-Анджелес, там вот даунтаун, а вот это место, видите, это место, это Голливуд, тут надпись. Вот та известная надпись Голливуд, да? Только вид, соответственно, давайте я сейчас спущусь пониже, только вид сверху и сзади, сверху сзади, вот он. Это буква H, вот это H, это буква О и дальше Холливуд. Вот туда вот идет, да? Вот я хотел вам показать. Сегодня такой вот небольшой ролик, я надеюсь, информативный. И если вам такой формат понравился, чтобы, то есть, я не из машины отвечал на вопросы, да, вел, а из каких-то более интересных мест, ну, вы тогда делитесь этим видео, ставьте больше лайков, и тогда, соответственно, можно будет сделать именно так, как я вам сказал. Вот, слушайте, красивейший закат, просто шикарно. Но
мне надо заканчивать это видео, потому что сейчас будет темно, а мне там идти больше часа до машины. Это вот туда вообще, в ту сторону, через несколько гор проходить. То есть я даже не знаю, как я буду отсюда возвращаться. Поэтому в Гриффит парк. То есть это ну, где-то 4 мили отсюда. 4 мили это 6 километров 400 метров примерно. Поэтому, в общем, я ухожу. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Если их будет достаточно много, я буду продолжать снимать видео не из автомобиля, а вот из каких-то других мест, которые мне нравятся гораздо больше, чем автомобиль. Всего хорошего вам. До свидания.